Сейчас иду на суд. Как-то я в видео говорил, что у меня были письма, которые я не видел, пропустил. Вот, там была назначена дата суда в январе, потом февраль. Я все пропустил, И в итоге мне назначили через месяц, в общем, сегодня вот 13 мая, я иду в суд. И там что-то решат. Посмотрим. Первый раз я на суд иду, кстати. Мне никогда судов нигде не было. И нахер оно надо, честно, этот опыт. Но вот первый раз иду. Взял бумажку, благо суд тут рядом, я пешком вообще иду. Через дорогу, по сути. Закончил. Примерно все час шло там. Я вообще не представлял, как это будет. Оказывается, заходишь по аппоинтменту. Ну, не по аппоинтменту, там вот Courtroom 6 у меня был. И там также сидят все, у кого аппоинтмент там в 9:30, все кучей сидят. Ждут, когда их вызовут. Тебя как к доске вызывают, Ты стоишь, там, ну, тебя отчитывают, за что у тебя там какие у тебя были нарушения, говорят, туда-сюда. И в зависимости от того, что у тебя, тебе предлагают дил. И мне, судья предложил, говорит, $150 заплатишь, и все, и ты свободен, типа. Я такой, ну ладно. А мог бы я начать бодаться, ну, в плане защищаться, там, либо адвоката нанять, либо сам начать. Я думаю, не хочу ничего, там, 150 проще заплатить, и все. Заплатил, чек показал и свободен. Да, так что, ребята, во Флориде всегда сдавайте license plate, номера. Видите, вот столько геморроя из-за этого, я просто про это забыл. Что нужно возвращать, я даже не то что забыл, я не знал про это, что нужно возвращать license plate. А вот видите, как у меня из-за того, что было две машины, вот тот Ford фургон у меня был, то есть у меня два license plate на мне висело, машина сломалась, я просто удалил страховку с нее, ну типа думаю, а нахер мне страховка, типа без страховки здесь вообще никуда. То есть я думал, что у меня только регистрация на машину полетит, потому что мне машина уже не нужна была, и регистрация мне не нужна была. Вот, и что еще? Вот, а оказывается, license plate у меня полетел. Ой, license plate, говорю, driver license. В общем, такая херня уже вообще. Столько геморроя это все потянуло из-за какой-то херни на самом деле. Столько денег потратил из-за этого. Долларов 700 в итоге у меня вот это все вышло вместе. Там, с тауингом, со всей этой хуйней. Хочу еще добавить по поводу суда. Вообще вся система, я не знаю про другие страны, но здесь в Америке прям это чувствуется, что система настроена, чтобы доить население. Я думаю, любое государство на это, в принципе, настроено. То есть, вот пример. Когда у меня уже, оказывается, были suspended driver license, я приходил в DMV делать тайтл для там очередной своей машины. Вот, и прикол в том, что мне никто не сказал, что у меня suspended driver license, что они у меня приостановлены. Я, соответственно, об этом не знал. Вот твари ведь он видит, когда пробивает мои там в DMV driver license, он же видит suspended driver license. Мне никто об этом не сказал. Такое ощущение, вот как будто они специально это делают. Либо всем насрать, ну, всем и насрать, наверное, чтобы ты специально ошибался, спотыкался, не знал про это, а потом тебя полиция останавливает, заплати там, заплати здесь за тауинг. Целая система по выкачиванию денег. Вот почему не могли сказать, что у тебя suspended driver license. Я вообще в офиге. Конечно, это все государственные системы, они такие, поэтому я в этом плане, наверное, не скажу, что анархист, но вот та система, которая есть, вообще устоявшаяся, она вообще далеко до идеала. Человечество, конечно, еще есть куда совершенствоваться. Конечно, если сравнивать там со средними веками, сейчас кажется, как будто уровень социума он такой высокий, но на самом деле придут времена, мы будем вспоминать вот эти времена как средние века. И вообще автомобильный мир, да, вот за право вождения по дорогам, владение автомобилем, это такие траты, это трындец.
Одни там заплати, здесь заплати, обслуживание автомобиля. Ну это трындец, это огромные деньги тратятся. Соответственно, государство очень хорошо с этого всего тоже зарабатывает, как следствие. Ну, поэтому велосипед — это самый оптимальный транспорт. Ну, для города так точно. Экономия денег, улучшение здоровья. Вот, поэтому автомобилизация — это, конечно, я не говорю, что автомобили — это зло. Нет, автомобиль тоже, у него своя ниша, это удобно, сел, поехал, также велосипед загрузил. Просто, как следствие, если хочешь иметь автомобиль, будь готов к тратам. Дака хочет бенефис сделать, снимает. Говори, рассказывай что-нибудь там. Ай? Говори, рассказывай, давай. Уже выросли такие, на машинке катаются, руль. Растут дети быстро вообще. Только вроде пупсики маленькие были. Еще и Google фото, блин, все время напоминает, что было 5 лет назад. Ты смотришь, блин, вроде вот недавно было. Малыши такие сидели вот. Давай. Вот. Идешь вот Джим, я спокойно еду. А я спокойно еду. Пошли, пип-пип. Не нравится. Вау. Вообще, да, как прирожденные вообще. Мальчики вообще, да, все-таки маленькие такой, а уже это вообще. Уже звуки все какие надо делать. Дик-дик. Вообще, да, мальчишки? А сейчас вон уже сидят там. Хотя они и сейчас маленькие на самом деле. Потом время пройдет, буду думать, что капец, какие были маленькие. Хотя сейчас кажется уже такие большие. Ну чё, короче, помните, как я ныл от аллергии? Как начал принимать, в общем, мухоморы, микродозингом заниматься. Аллергия прошла вообще, вот практически сразу. Вот, это очень классно. Прям сразу жить стало легче, жить стало веселее. Реально, так что кто мучается от аллергии, попробуйте. Я, ну, может быть, не 100% у всех там результат это будет, но это и написано в инструкции к микродозингу, что оно помогает, вот бывает, от аллергии. Так что сейчас я кайфую. Так что советую те, кто страдает и мучается. Играю иногда в игрушки. Да, бывает такое, иногда хочется как-то расслабиться. Вот, и играю в шутеры, в стрелялки. Раньше играл в Call of Duty, а потом начал играть в Delta Force. И, честно говоря, после Delta Force Call of Duty кажется аркадной игрой. Она тоже прикольная по-своему, но она более аркадная. Delta Force, она поинтереснее. Она немножко победнее, наверное, в плане там контента всякого разного. Вот, но она какая-то более настоящая, что ли, как-то более реалистичная, поинтереснее в нее играть. Вот, кстати, играю сейчас я на планшете, раньше на телефоне играл, на планшете гораздо прикольнее в шутеры играть, потому что большой экран, ты больше деталей видишь, то есть как раз там стрелять удобнее, целиться удобнее, ты лучше просто видишь. Кстати, планшет офигенный, я, по-моему, про него и не снимал, я говорил, что я хочу его купить, я купил вот этот вот с Алиэкспресс, который номинально он Lenovo IdeaPad Pro, да, IdeaPad Pro, а по китайской версии он Xiaoxin называется, за $250. То есть он, а в Америке Lenovo этот стоит $400. То есть классный очень планшет за свои деньги, это офигенно. То есть почти со всеми задачами справляется, все, что нужно есть, классный экран, 3К, обалденно. Как этот планшет у меня появился, я начал смотреть видео,
чувствовать разницу между Full HD и 4К. Раньше я этого через телефон не замечаешь. Ты через телефон смотришь Full HD, что Full HD, что в 4К, разницы практически нет. Вот на таком экране, когда у тебя 3К экран, разница огромная между Full HD и 4К. Так что теперь я вообще Full HD не снимаю, только 4К. Вот. Поэтому планшет мне очень нравится. Такие вот дела. Вы прикиньте, что? Я наконец-то смонтировал все видео, которые у меня есть. Обычно у меня, когда выходило видео, оно сильно запаздывало по времени, там на 3-4 месяца, там на полгода было даже. А сейчас наконец-то я все разгреб. У меня ничего нет. То есть я смонтировал видео как раз про то, как я 100 километров 65 миль проехал, там ездил на бег. Увидите это через пару недель, наверное. О, как хорошо камера на козырьке сидит. Специальное крепление было в комплекте. Отлично, от первого лица снимать. Вот, что у меня здесь? Пришли посылки, все для путешествий. Нифига, вот здесь карабас такой, как будто там холодильник пришел. Офигеть. Вот, сейчас будем распаковывать, смотреть, что там. В принципе, основное я уже все взял для путешествий. Для путешествия на Аляску. Покажу сейчас. Смотрите, какая малышка ко мне пришла. Сейчас покажу, что это такое. Офигеть, она вообще ничего не весит практически. Офигеть, она маленькая. Вообще, может, мне и не надо было такую маленькую. Это печка. Портативная печка. Или как правильно сказать? Комфорка. Ой, блин. Извиняюсь. Титановая. Охереть, она вообще ничего не весит. Прикольно. Made in Japan, обалдеть. Wobblade называется. Офигеть. Офигеть, тут столько частей. Блин, она малютка вообще, ужас. Сейчас давайте попробуем собрать. Вообще у меня с печками отношение такое позитивное, я бы сказал. Мне это очень нравится. Впервые мне их прислали в России, когда я приехал после Восточного кочевья. Компания «Выживайка» какая-то называлась. Я сейчас не знаю, кстати, есть она или нет. Может, они меня смотрят. И они мне прислали на тест вот такую печку портативную. И вначале я скептически к ней отнесся. Ну, типа, думаю, что за нафиг, думаю. Такая тяжелая. Она, правда, была тяжелая. Она была из стали, по-моему, сделана, нержавейки какой-то. И она реально весила килограмм, по-моему. Ну, очень много весила. Я аж прифигел. Но ее вес покрывался ее удобностью. Удобством. Потому что раньше я делал костры, чтобы что-нибудь приготовить. У меня всегда я делал костры. У меня был газовый баллон с комфоркой, но я ими пользовался только в экстренных случаях, когда все мокрое, например, дождик идет. Вот только тогда я доставал газовый баллон с комфоркой. Во всех остальных случаях я пользовался костром. Во-первых, когда я вот ездил в Кавказ, например, кавказское путешествие, я выезжал в апреле 11-го, было холодно еще, там, месяц. Во-первых, я костром согревался, и к тому же это была Россия, с кострами проблем не было, то есть заезжаешь в любую посадку, лесопосадку, и там кайфуешь, вот, поэтому ты согревался и готовил себе все, что надо. Вот, и не было такой проблемы там, чтобы как разжечь костер. Вот. А потом вот появилась такая печка.
И это стало так удобно готовить все. Во-первых, у нее КПД очень высокое. То есть, чтобы что-то приготовить, тебе не надо было там долго и много разжигать там веток. Достаточно вот просто маленькой конфорочки. Вот такой. Ну, там она побольше была. И все. Очень быстро что-то можно приготовить без лишнего геморроя. Так как КПД высокое, можно было разжечь вот огонь в такой штуке даже из сырого материала. Из сырых всяких веток. Я не раз так делал, меня это выручало. Вот, потому что обычным открытым костром ты там не разожгешь ничего. А вот в такой получалось. Но для лучшего качества, конечно, лучше иметь с собой сухой спирт. Раньше я сухой спирт с собой возил, сейчас тоже надо взять. Просто таблеточку крошишь там не знаю, на 4 части условно. И четвертинку кидаешь, зажигаешь, и все, и не паришься вообще там с розжигом. Оно сырое там спокойно может разжечь. Вот и все. Вот собрал. Весит она, знаете сколько? 43 грамма весит. И storage кейс 31 грамм. То есть сам вот этот кейс 31 грамм весит, и сама этот 43. То есть получается 74 грамма. Офигеть, она легкая. А прошлые печки у меня были вот по килограмму практически. Ну, вру, конечно, там не килограмм, наверное, 800-700 грамм. Очень тяжелые. А сейчас для меня вес очень важен, потому что мне это все на самолете еще везти надо. А там у меня 23 килограмма. То есть велосипед идет как обычный багаж с такой же платой, но как спорт-инвентарь. И у меня 23 килограмма. И вот эти 23 килограмма надо уместить все, постараться. Вот, и я не представляю, как это все сделать, честно говоря. Вот собрал, классная печка. Она маленькая, конечно. Ну, прям вообще малютка. Я не знаю, может, мне ее хватит. Да, и удобно на ней, что вот платформочка, ты на нее ставишь, все сразу и готовишь. Ну, кайф. Маленький. Можно разжечь даже, когда у тебя нет древесины, по сути. Всегда есть какой-нибудь в пустыне, в какой-нибудь степи, какой-нибудь кустарничек сухой есть, растет. Ты его нарвал, сюда достаточно для того, чтобы приготовить, покушать, этого достаточно хватит. Не раз уже проверено, поэтому это вот для тех, кто походничает, это очень полезная и важная штука. На запас всегда надо, извините, при таком весе 70 грамм это классная вещь. На днях наткнулся на интересное видео в Ютубе. Типа, ГГ, посмотрите, какая смешная операторская работа. Вот. Подписан на сериал «Школа». Я такой посмотрел, нифига, думаю, мне так понравилась операторская работа. Ну, необычно, интересно. Думаю, дай-ка посмотрю. Сериал «Школа», смотрю, там офигеть дофига серий, там чуть ли под 100, что ли. Ну, короче, много. Думаю, дай-ка посмотрю. Я что-то слышал, думаю, 2010 год, сериал «Школа». Я его не смотрел, но как начал смотреть, я его взахлеб уже вот в серии 30 за 3 дня, наверное, да, в серии 30 уже посмотрел, по 25 минут каждая серия. Я просто погрузился в этот сериал. Это, по сути, про мои школьные года. То есть я закончил в 2009 году школу, и он как раз в этом же году, по сути, и снимался. Мало того, я еще там в массовке увидел свою бывшую одноклассницу Аню Державину. Вот, я с ней не общался как бы особо. Мы там учились, по-моему, 1 год я вместе с ней учился, потом меня в другой класс перевели. Но не суть. Я помню, что в ВК я видел, что она куда-то в театральный поступила. Вот, но она там в массовке была, короче, я ее увидел в 30-й серии, она в актовом зале сидела. Вообще прикольно. Интересная встреча. Вот. Ну, в сериал, в общем, я погрузился. Офигенный сериал. Он такой смелый. Нет, для своих годов он был нормальный, но сейчас, чтобы представить, чтобы его по Первому каналу показывали бы, это невозможно просто. Насколько были времена раньше другие, даже вот в 10-й год. Это вообще другое время было абсолютно. В котором стоит только ностальгировать, вспоминать. Но тут дело не в ностальгии, просто сериал меня наталкивает на очень много мыслей и вообще рассуждений о своей жизни.
Очень классный сериал. Вот актерская игра, операторская работа, вообще сценарий. Все настолько классно. Ты прям погружаешься. Это настоящий живой сериал. Ты погружаешься в него. Я прям каждый день вот смотрю, сейчас сижу, не могу даже работать, ничего не хочу. Ну, работать я и так не хочу, просто тут такой повод. Да, это здорово. Да и актеры там, по сути, основная часть, это там, я не знаю, первокурсники там театрального училища, наверное, они сами там на тот момент без 5 минут школьники, им даже играть-то, по сути, не надо, они сами себя там просто играют, и это хорошо. Это, ну, ты веришь этому. Что кубишь? Ну, так-то улыбался, не знаю, что еще. А, ну, думаю, серьезно, что-то там. Да, все серьезно пришли. welcome to go see mommies and daddies. Remember, you have to come find an adult. If you are staying or going, there are refreshments in the back. They have a gift basket. You're welcome to get some pictures and enjoy. Дака. Дака. Куда пошел? Ты что, потерялся, что ли? Потерялся? Поздравляю. Все? Так, ну что, немножко надо сделать разбор полетов. Сегодня 19 число. Приехал на турнички. Кстати, завтра, 20 число, будет ровно 7 лет, как мы уехали из Чебоксар. 7 лет уже прошло, обалдеть. Вот. Приехал на турнички позаниматься чуть-чуть. Честно, состояние такое. Подготовка к путешествию идет, но немножко встала. Как бы, ну, независимо от этого я поеду, конечно. Просто я немножко рассчитывал на другое. Поработал я на Роквилл, в общем. Ночами работал. И у меня немножко режим сместился. Я каждый день такой сонный, выспаться не могу, все. И я не могу сейчас работать. Прям вообще не хочу работать. Меня прям вот тошнит вот это уже все. Прям у меня такое сейчас ощущение, что я уеду, я не захочу вообще, не приеду сюда, не хочу возвращаться. Потому что вот у меня вот эта реальность меня настолько уже доконала. Знаю, смешно звучит, наверное, но, блин, я устал. Я сижу, я как пенсионер сижу. Устал, я хочу двигаться, путешествовать, покорять горизонты. Вот это мое. А вот сидеть, отсиживаться где-то, ну, иногда, да, можно, но не столько же времени. Капец, я устал. Что по велику? Подготовка идет. Вот я уже багажники установил. На днях вот пришел багажник задний. Стоил он где-то $40. Ну, в принципе, самый нормальный я такой посмотрел, хороший. Прошлый багажник до этого, который был, я не помню, я его в Питтсбурге, что ли, где-то оставил. Короче, где-то оставил я его. Ну, пофиг. Поставил новый, хорошенький, нормальненький. Да, где-то $40, 43, по-моему, стоил. Вот, передний багажник у меня вот был. Он у меня также с велосипедом, как бы,
не потерялся. Я его покупал во Вьетнаме, по-моему, где-то с белыми сумками, кто помнит. По-моему, я, да, сразу их взял. Вот он со мной ездит. Хороший багажник тоже, нормальный. Вот, впереди еще работа по велику. Надо будет трансмиссию менять, звездочки передние, ролики, цепь, естественно, и кассета. Вот, все у меня уже есть, все лежит, ждет своего момента. Пока вот эту доезжу, хотя она уже в хлам, там цепь уже разношенная, растянутая, уже все звезды почти съела. Ну, еще можно ездить, пока вот проезжусь. Вот, поэтому, да, осталось-то меньше 2 недель до вылета. Надо мне немножко по деньгам разжиться, потому что мне надо за Марину за 2 месяца. Ну, если я, конечно, вообще не возвращусь, мне пофиг. Я могу не платить за Марину, потом просто лодку утилизируют, короче. Я не знаю. И все, лодки не будет. Ну, не знаю. Я говорю, у меня такое, честно, отношение к вещам вот стало вот за последние года. Ну, как бы я понимаю, что все пыль вообще. Вот все материальное, это все пыль. И оно не имеет никакого значения. То есть я даже выгоду свою не могу с этого вытянуть. Ну, потому что я не вижу в этом смысла. Ну, смысл есть, конечно, деньги, но как бы я не хочу даже вот ради этого напрягаться. Потому что я вообще потерял смысл вот в этом, во всем вот этом материальном. Такая вот интересный момент. И еще вот 10 дней осталось, да, до полета. А я смотрю на Аляске, и вообще холода. Там снег до сих пор лежит. Не везде, но почти везде. И я что-то боюсь, блин, а если я там в холода сильные попаду? Ну, прям вот минуса. Сейчас там минуса. Протхобей, там, куда я поеду, там минус 10 сейчас. Днем. И как бы я не знаю, к чему готовиться. То ли будет там тепло, хорошо, жарко даже, либо холод. Вот хер его предугадаешь. Сейчас еще Эль-Ниньо сезон в этом году, он сильный Эль-Ниньо. И такие сюрпризы могут быть, ого-го. Тем более там Тихоокеанское побережье. Не знаю, к чему готовиться, как бы. Ну ладно, что загадывать. Теплые вещи я возьму, конечно. Мне еще крылья пришли, я заказал полноразмерные крылья. Ну, как обычные, классические. Но они пришли сломанные, блин. Видимо, на Амазоне, когда паковали, хотели в коробку уместить, она не умещалась. И они ее погнули, и, короче, там треснуло. И, короче, разошлось там. Вот, и они в большую коробку мне ее прислали. Ну, как нормальные, но уже поздно. Я его возвращать буду. И вот не знаю, надо ли мне крылья или нет. Конечно, нужно, потому что там чуть ли не полдороги у меня грунтовка будет. Если там дождь будет или еще что-нибудь. Там как бы это все лететь будет, хер знает. Может, и без крыльев поеду. Неохота покупать опять сейчас, возиться с этим. На пляж сейчас выехал. Тут капец, саргасы прибило. Ветер с океана сейчас. Эти водоросли саргасы, они активно размножаются в последние годы, там по всем статистикам. И вот прибивает на пляж. Кому-то не нравится, кому-то норм. Мне, в принципе, пофиг. Мне даже запах нравится немного от них. Такой морской, морских водорослей, морской капусты, что-то вот такое. Аппетитно даже, я бы сказал. Если бы это была морская капуста, было бы круто, можно было бы поесть. Ох, искупался, кайф такой. Сейчас вот за оставшееся время во Флориде надо накупаться. Каждый день надо купаться. Океан сейчас теплый. Саргасы плавают там, как мочалки. Хорошо вообще. На Аляске тоже придется купаться в каких-нибудь ручьях. В океане тоже надо и в Тихом искупаться, и ледовитом. Короче, нормально. Будем купаться везде.